Здравствуйте! В студии медиацентра «15 регион» художественный руководитель Остинского театра Гиви Валиев. Гиви, добрый вечер. Здравствуйте. Остинский театр – одна из визитных карточек Владикавказа. Как вам удается быть современным и в то же время нести традиционные ценности? Это хорошо, что мы ее назвали визитной карточкой. Я бы хотел, чтобы все это знали, что именно театр может стать визитной карточкой. Вообще культура формируется во всех направлениях, она формируется только в театре. То есть это и драматургия, это и художество, это и художники, это и музыканты, это и хореографы, актеры. Это вот то место, где формируется национальная культура. Как нам удается быть современным, мы же видим, что происходит в мире, и когда ты любую классику, любую драматургию видишь сквозь призму современности, то ты решаешь ее именно так. Вот мы недавно поставили спектакль «Ревизор», «Ричард», «Ромео и Джульетту». Ну, сколько прошло времени после того, как Гоголь написал эту пьесу. Но она сегодня актуальна, и не обязательно ее во фраке выпускать городничего, чтобы говорить о том, что хотел тогда сказать. И сегодня те моменты, то, о чем говорил Гоголь, сегодня тоже актуально, и мы говорим на современном языке. Театр должен уметь. Если театр не умеет говорить на современном языке и не слышит и не видит пульс истории своей, и что происходит в обществе, и как-то закрывает глаза на современность, он не может развиваться. Он останется нафталиновым театром, а нафталиновый театр, к сожалению, никто не будет приходить. Он будет просто неинтересен. Просто неинтересен, да. Ну, сегодня молодежь у нас очень продвинутая, молодежь, которая видит все и смотрит все, да, и когда ты заманиваешь на такой спектакль «Ромео и Джульетта», то ты должен понимать, что был Дзефирелли, есть Леонардо Ди Каприо, который сыграл, и что ты должен предложить такое, которое их заинтересует, чем-то взять, поговорить на их языке. Но в театре национальном, чем отличается национальный театр от других театров? У нас есть спектакли для старшего возраста зрителей, так и для молодежи, для среднего поколения. То есть нам приходится сохранять культуру, традиции своего народа. Не приходится, а мы с удовольствием это делаем. И в то же время не отставать от современных тенденций. Чем порадует зрителей новый театральный сезон? Какие произведения появятся на сцене Остинского театра? Мы каждый год планируем их направлениях как русская драматургия, осетинская драматургия, зарубежная драматургия и современная драматургия. То есть эти 4 направления мы обязательно должны поставить, а по ходу появляются еще и другие названия. Вот из русской драматургии мы выпускаем «Демона» по Лермонтову. Это очень сложное прозаическое произведение, которое будет ставить приглашенный режиссер Роман Габрия. 27 октября предварительно мы назначили премьеру, но мы, когда назначаем премьеру, мы никогда не отменяем это у нас. Потому, я так сейчас с опаской говорю, но 27 октября у нас предварительно назначили премьеру «Демона». Также остинская драматургия у нас Александр Битаров будет ставить «Челе» Ила Шарнигон. Зарубежная драматургия у нас, я сам буду ставить «Короля Лира» по Уильяму Шекспиру. И выходит Эдуард Келехсаев, ставит Филомена Мартурана. В общем, вот такой набор, с таким набором мы в новый сезон войдем. Новый сезон, он должен быть интересным. Те названия, которые я сказал, они рассчитаны как на внутреннего, так и на внешнего зрителя и рынок, так скажем. А если говорить о репертуаре, какие спектакли наиболее востребованы у зрителей? Мы стараемся работать с зрителем. Зрителям надо работать. И еще раз говорю, надо обязательно учитывать все слои общества, в котором ты живешь. Да? Есть молодые, есть люди-консерваторы, их на сегодняшний день больше, и они активнее, консерваторы, они активнее, и мы не забываем о них. Конечно, как любой чеченцу, он любит свою драматургию, дагестанец любит свою драматургию, осетины любят свою драматургию. И когда мы ставим, допустим, национальную пьесу, мы заведомо знаем, что это беспроигрышный вариант. Аншлаг, да? Это будет аншлаг. Но там есть большая опасность, когда ты ставишь... Вот недавно мы рискнули поставить
ЦУЛА, да, это риск, это самое страшное, что мы могли бы себе позволить. При живом Царгасове люди, которые помнят и знают Царгасова в спектакле ЦУЛА, поставить. Но я вам скажу, мы сделали это с разрешения самого Царгасова. Царгасов сам подходил и говорил, чтобы мы на Джанаева и Эльбруса поставили ЦУЛА. Да, это наша комедия, это наша кровь, наша плоть. И на него зритель ходит. Я когда ставил этот спектакль, я не понимал, над чем здесь будут люди смеяться, я не мог понять, но зритель пришел на спектакль, и они приняли свой юмор, свое родное. Но это же не означает, что театр должен на этом останавливаться. Да. Есть спектакли, которые нам близки, а есть спектакли образовательные, есть спектакли для гастролей, для фестивалей. Мы недавно были в Саранске, туда также повезли мы русскую классику, зарубежную и астинскую классику. И мы играли на родном языке с переводом. Это была большая опасность. Когда сыграли Ричарда III, зал принял просто на ура. Ревизора приняли на ура. Но последний спектакль был «Богатый дом» Геора Хугаева. И каждый из нас, который сидел в зале, именно люди, которые приехали с этим спектаклем, и те, которые играли, мы с трепетом вот смотрели, что будет происходить. Потому что одно дело, русскую классику не принимают, зарубежную классику не понимают, но есть национальная классика, которая не позволяет многим людям понять, почему мужчина не трогает женщину, почему женщина опускает голову, и ты какими-то другими средствами доносишь свою боль, свой юмор и свою трагедию. Зритель принял. Бывает, когда человек горд за то, что сегодня происходит. Вот такое было у нас ощущение на этих гастролях. Конечно, свое родное, ближе, и мы стараемся. Есть проблемы в драматургии, но что есть, это мы храним и оберегаем. Гиви, наверное, очень сложно представить творческий коллектив без гастролей, да? Я знаю, что они у вас были в прошлом году. Что планируете в новом театральном сезоне? Куда собираетесь? Куда поедете? Как только в этом году мы были в Саранске, я уже говорил об этом, это благодаря большим гастролям, федеральная программа больших гастролей. И как только мы приехали, вот буквально мы приехали, на второй день мы уже созвонились с Волгоградом. Есть такой театр, большой театр, он называется Театр НЕТ, это новый экспериментальный театр с директором, и Волгоград. И как-то быстро нашли общий язык, и сейчас планируем, мы уже подали, у нас документы практически все готово на обменные гастроли в Волгоград. И очень-очень надеемся, что у нас получится поехать. Театр не может не гастролировать. Театр обязан свою продукцию, своих актеров, своих режиссеров показывать на другого зрителя. Также у нас ждет фестиваль. Фестиваль будет проходить в Грозном. Туда едет спектакль «Палата номер 6» Чехова. Ну, дальше пока что мы подождем, потому что я сейчас озвучу, а вдруг не получится, и это будет нехорошо. Не будем закадывать. Да, будем. Желания есть большие. Национальный театр всегда нуждается в кадрах. Хватает ли вам молодых астиноговорящих актеров для работы в театре? Проблемы есть с кадрами, и сейчас мы их начинаем чувствовать, чуть дальше будет сложнее. И каждый из нас, те, которые люди работают там, они понимают, что это неизбежный момент. Ну, сегодня надо нам заложить фундамент для того, чтобы мы как-то отсрочили или как-то помогли этой ситуации. Вот, допустим, буквально недавно у нас была возможность отправить в Щукинское училище людей, 10 человек. И, понимаете, мы провели огромную работу с населением, но мы не нашли людей, которые могут и хотели бы поступить в один из лучших вузов страны. Потому что эта проблема оказалась найти астиноговорящих. И для этого, и потом мы, отправлять людей, которые не приедут, и, эту тему я не хочу больше поднимать. Но что мы предприняли? На сегодняшний день мы объявили, открываем детскую студию. И я вот слышала, до 10 сентября будет набор, насколько я знаю, по каким критериям вы собираетесь отбирать детей.
Вот как таковых критерий для детей мы не будем. Главное, чтобы, конечно, как они могут стихи почитать, они почитают, умеют петь, танцевать. Это мы все будем смотреть. Но самое важное то, что эти дети будут обучаться в Остинском театре, и все предметы у них будут проходить на остинском языке. Я думаю, что мы не будем говорить, если ребенок не знает остинского языка, пусть он не приходит. Совершенно нет. Если ребенок хочет научиться, мы научим. Мы всему этому его научим. Да. Они будут проходить актерское мастерство, художественное слово, сценическую речь, танец, вокал, художественные промыслы, умение работать с макетами. То есть педагоги, есть люди, которые вместе с ними будут учиться и преподавать, и в будущем, может быть, мы найдем для себя кадры. У театра это свой интерес, у театра есть интерес. И, конечно, растить свои кадры. Конечно, это наш интерес, который мы должны сейчас сделать. И может быть кто-нибудь, может быть там мы найдем драматурга, который раз захочет писать. Кто-то скажет, я хочу быть сценографом. Мы поможем поступить. Театр сделает все для того, чтобы эти дети в будущем, если они захотят связать свою жизнь с театром, с творчеством, чтобы им помогли. Также у нас вот сейчас идет работа, мы открываем вторую сцену, это малая сцена. Это очень важно, то, что мы сейчас делаем, это очень важно, и благодаря Вячеславу Зелимхановичу Битарову, который нам помог с финансированием этой сцены, мы откроем малую сцену, где эта студия будет заниматься, где театр будет выстраивать новый репертуар для малой сцены. То есть на большую сцену у нас есть репертуар, и довольно-таки большой, хороший, крепкий репертуар. Но сейчас появляется для нас малая сцена, где при правильном подходе с администраторами, на правильном подходе и разработке работы мы можем увеличить, допустим, спектакли до 30 спектаклей в месяц. Да, это 2-3 спектакля на этой малой сцене. Свободно мы можем показывать. Нужно сейчас, мы отремонтируем, нужно время, чтобы сделали репертуар для этой сцены. И если будет больше спектаклей, конечно, внебюджетка будет больше, и театр своим актерам, а работникам театра будет, конечно, сам больше мочь помочь. И по зарплате, и, больше работаешь, больше получаешь, так же выходит. Если говорить о детской студии, кто вам помогает и в ближайшее время планируете, когда начать работу? То есть я знаю, что до 10 сентября идет набор, что дальше будет? А вот до 10 сентября мы делаем отбор. Нет, до 10 сентября мы смотрим, кто желающих, увидим желающих. После у нас начнется отбор. Конечно, всех детей мы не сможем взять, да. Это, знаете, как это будет неправильно, если ребенок совершенно не приспособлен, допустим, да, и ты его заставляешь ходить. Это как, ребенок не может играть в футбол, зачем его водить? Я бы хотел, чтобы у нас появились люди, которые нам будут помогать с этой студией, потому что это очень нужная вещь. На сегодняшний день эта инициатива пока что театра, и она вот двигает. Но я надеюсь, что у нас появятся люди, которые с этой студией нам помогут. Потому что, знаете, вот я вам скажу так. Когда вы можете вот сейчас зайти в любую афишу открыть любого театра, программку любого театра, вы увидите партнеров, которые помогают театру. На сегодняшний день у Остинского театра нет партнеров. И Остинский театр это же не принадлежит, допустим, Валиеву или кому-то другому. Это достояние, вы же сказали, визитная карточка. И у него должны быть партнеры. Остинский театр не должен задумываться о том, допустим, и не должен задумываться о том, где, допустим, и на какие средства поехать или что-то сделать. Если партнеры будут у театра, то я знаю, что у этого театра есть реально большой потенциал для того, чтобы выйти и претендовать на хороших фестивалях, на хорошие места, и чтобы им гордились. Каким вы видите будущее театра в современных условиях и какие задачи ставите перед собой в этом сезоне? Вот, знаете, я никогда не ставлю задачу на 1 год. Все, что мы сейчас делаем, перспективу, да. Ставить на год задачу, это
это настолько не любить свою профессию, настолько не любить. Знаете, вот есть в театре актеры, которых ты видишь, что вот ты на него сейчас этот спектакль ставишь, да, у него роль «принеси, подай», да, и ты смотришь на него, как он его сделает. Но в голове у тебя уже на него роль Гамлета. Но все начинается с того, что ты ему даешь пока «принеси, подай». И увидеть его, как он себя там проведет. То же самое, что касается перспективы. Я сейчас не буду говорить глобально, но моя мечта, чтобы этот театр был частью большой театральной семьи России. Чтобы когда называли театр, Осетинский театр, знали их актеров, режиссеров, репертуар, чтобы мы выступали на лучших фестивалях. Вы понимаете, когда мы в прошлом году отправили заявку на «Золотую маску», в этой работе нужна где-то и наглость. В хорошем смысле наглость. Надо отправлять. Но не прошла заявка, ничего страшного, но у нас было ожидание. И это очень важно, что мы ждали ответа. Откуда? От «Золотой маски». Мы не будем уставать, мы сейчас делаем репертуар, мы ставим и «Демона», мы ставим «Короля Лира», и мы будем стараться, чтобы мы еще раз отправили. Вот когда мы получим «Золотую маску», одна ступень нашей мечты, она сбылась. Я бы очень хотел, чтобы театр Осетинский для своего народа стал, нечто очень святым, очень таким местом. Мы реально все, не только руководители, совершенно нет, весь коллектив старается этому, чтобы Мы когда вот приехали в Саранск. Ну, что для этого надо сделать, Гиви? Что для этого надо сделать? Чтобы так и было, то, о чем вы мечтаете. Может быть, сейчас многое зависит от нас, да, там, и в репертуаре, но это должно быть... Я вам сейчас отвечу. Я буквально недавно был в Якутии. И я удивился, я думал, что, это Орта Камина. И это очень театральный город. Там нету премьеры, где бы, допустим, первые лица не посещали, они контролируют премьеры. Чтобы вы понимали, у них лучший театр, оснащенный театр. У них есть, когда зритель приходит, у них все условия для того, чтобы зритель себя ощущал, как будто он реально в театре. И я понимал, насколько ни актерский, ни режиссерский мы далеки, совершенно нет. Это всему мы можем подойти ближе, но далеки от условий. Человек не может гордиться тем. Вы можете гордиться на сегодняшний день «Жигули»? Это пережиток прошлого, надо идти дальше, вот, вы же развиваться. Вот для этого сейчас театр надо его развивать. И не только драматургически. Сегодня я вам скажу, что репертуар в Осетинском театре очень смелый. У нас есть Гоголь, у нас есть Островский, у нас есть Хугаев, у нас будет Илаш Арнигон, у нас Гаглоев, у нас Шекспир, Чехов. Понимаете? То есть все, что касается творчества, актеры, режиссеры, музыканты, художники, они делают. Но есть другая часть. Понимаете, что Осетинский театр, допустим, арендует свет участника. Мы арендуем свет. Это же не сегодня, это уже лет 20 Осетинский театр без хорошей звуковой и световой партитуры. Я могу об этом не говорить, но это надо сказать. Если бы это было в моем доме что не хватает, я же вам не говорю, но это наш общий дом, и там не хватает света и звука. Надо купить свет и звук. Это стоит больших денег, это стоит не 1000, не 200, не 100, это стоит 300-400 миллионов свет, звук. Такие деньги. То есть мы же не повесим 2-3 лампочки, да, чтобы вы понимали, на одном софите, в тех театрах, в которых я бываю, и это не самые богатые театры, висит до 50 миллионов света. И когда ты делаешь современный спектакль, то свет тебе помогает. Световая партитура, звуковая. Вы понимаете, во время спектакля в Осетинском театре может быть, что колонка начинает шипеть.
Да, то есть это не сегодня, это не сейчас эта проблема уже как минимум лет 20 длится, да, эта проблема, она, ну, не решается. Я понимаю, что большие деньги, но мы же говорим о визитной карточке, Но которым... есть же какой-то выход из ситуации, участие в федеральных программах, Ну, вот что-то сейчас... еще. Должно же быть какое-то решение. Ну вот сейчас идет реставрация, идет разговор о реставрации театра, и мы с таким трепетом молчим, ничего не говорим, потому что, ну, мы очень хотим, чтобы это произошло. И если это получится, и мы попадем в федеральную программу, и нам сделают реставрацию театра, она нуждается в реставрации, понимаете, там и трубы, и свет, и водоэлектроснабжение, они в очень плачевном состоянии. В очень плачевном, конечно, да. С 69-го года или 64-го года, я сейчас могу быть не точно, не ремонтировался театр так, как, ну, не менялись коммуникации. Так, частично ремонтировали, что-то делали, как-то делали, но коммуникации не менялись, а это все имеет свое время, да. Не хотелось бы на такой печальной ноте заканчивать. Это не печальная нота, да? это перспективы. Я же говорю, у нас в скором времени, я очень надеюсь, да, вот буквально недавно мы разговаривали с министром культуры, это двигается, эта тема двигается, что будут делать театр, и мы просто молчим, и как-то, знаете, вот весь театр в ожидании, что когда-нибудь двери откроются, мы зайдем в отремонтированный зал, мы зайдем, и свет у нас будет тот, который мы хотим, потому что когда мы приезжаем со своим спектаклем в другой театр, мы видим шикарный свет, шикарные звуки, и ты понимаешь, как все это играет. Но мы вам от души этого желаем. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч. Да, спасибо вам.